деятельности за 2021 год. Мы поговорим об основных итогах и важных событиях 2021 года, которые повлияли на жизнь в республике. Сейчас в студии председатель правительства Якутии Андрей Владимирович Тарасенко и я, ведущая Валерия Наумова. Андрей Владимирович, расскажите, пожалуйста, как в этом году будет проводиться отчет? С 1998 года уже Якутия как лидер такого публичного отчета среди всех регионов страны. Мы считаем, что это очень правильная и хорошая такая тенденция, что когда органы исполнительной власти общаются с населением открыто и показывают все свои достижения, планы, и, соответственно, вся форма общения, она всегда очень полезна. Когда после отчета садишься уже принимать второй бюджет, корректуру второго бюджета, то, соответственно, ты уже корректируешь после всех разговоров и общения с населением. Это очень интересно и приносит большую такую пользу и хорошую. Ну, еще раз вернемся к дистанционному. То есть все у нас, как всегда, будут министры и зампреды отчитываться полностью перед жителями республики. И, соответственно, будет возможность по отраслевому каждому виду задать министру или зампреду, курирующему данную отрасль, вопрос. И в режиме даже онлайн и многих всех технологий, которые сегодня нам дает интернет, сразу получите ответы и, соответственно, какие-то вещи, которые поправить позволят дальнейшую политику нашу в этой области отрасли. Поэтому вот я сам лично буду выступать, отчитываться в Якутске. Мы огромные планы сегодня ставим и, соответственно, в 2021 году определенные задачи решали, которые последовательно так переносим на 2022 год. И в тех районах, в которых я не был, это Усть-Майский и Алаховский район, потому что я там не был, но мне хотелось с людьми поговорить и понять, что сегодня их там волнует больше всего и какие есть проблемные вопросы. В прошлом году парламентарии ставили вопросы о газификации районов республики. В какие населенные пункты пришел газ в 2021 году? Сегодня у нас одна из главных задач все-таки дать газ в дальние районы. Почему? Потому что глава поставил сегодня очень важную задачу довести газ до группы Вилюйской, соответственно, Нюрба, Верхний Вилюйск и так далее. Это очень главные такие районы. Ну и, соответственно, довести Нерингри, Алдан, представьте себе сегодня Верхнюю Вилюйскую группу, вести газ. Это там порядка 160 километров только от места рождения. Мы должны протянуть ветку, зайти в Вилюйск, в общую магистраль и дать уже отвод по внутрипоселочным всем домам. И, соответственно, перевести все это дело, довести уже до Верхневилюйска. Тоже там где-то порядка уже 120 километров. Ну, то есть это серьезно такую задачу поставили. И мы первую сегодня деньги на это дело довели. И фактически это такой будет у нас сильный рывок в газификации. И второе, это южная вся наша группа городов, которые на юге республики. То же самое. То есть мы все сегодня условия «Газпрома» выполнили, чтобы использовать транзит газа по трубе «Сила Сибири» и выйти в наши районы и, соответственно, обеспечить все наши города такие мощные и ГРЭС в этой части, чтобы был, наконец-таки, у нас газ в Нерингре и в Алдане. Прошлый год в республике был объявлен годом здоровья. Расскажите, какая работа проведена в этом направлении? Мы должны были поправить всю систему здравоохранения в части оборудования, в части сегодня создания комплексов больничных и, соответственно, каких-то реабилитационных центров. Вот мы сегодня что достигли по году. У нас получилось, что порядка 10 объектов, которые здравоохранения самых крупных, мы сдали
в году. И заложено еще у нас на 2022 год переходящие 5 огромных больничных комплексов, которые мы в этом году, они будут достигнуты своего результата, дойдут. Порядка 179 единиц оборудования закупили мощного, то есть начиная от рентгеновских аппаратов и кончая томографов. А вот в частности томографов 6 штук сделали. Вот эта вся система здоровья, которую вот мы, глава назвал годом здоровья, она дала старт многим вот этим процессам, которые позволили сегодня выйти из такого, как говорят, пике или нестабильной такой ситуации в здравоохранении и саккумулировать и средства, и наши усилия и направления, чтобы создать такой хороший уже уровень по здравоохранению. У нас приобретено 80 единиц автотранспорта, в котором где-то порядка 18 машин – это скорой помощи, и где-то 11 КАМАЗов, которые позволяют проводить диагностику здоровья у человека полностью для дальних улусов. Все якутяне очень ждут открытия, завершения строительства онкологического и кардиологического центров. Скажите, пожалуйста, когда откроются эти объекты? Вы знаете, вот у нас буквально недавно глава проводил еще раз координационный такой совет. Обход он делал, объезд всех объектов. Соответственно, мы все идем по графику. Все, то есть все эти объекты у нас будут сданы по тем графикам, которые у нас существуют. И фактически у нас кардиологически мы хотим более досрочно сдать и выполнить те указы, которые глава нам всем говорит. Потому что сегодня все ждут ввода этих объектов. Объекты глобальные, интересные, и фактически всю аппаратуру, которая сегодня необходима для этих объектов, мы закупили, привезли. Ну и фактически идут такие общие монтажные уже работы с тем, чтобы уже в этом году объект был введен. Поэтому вот задача такая. Также важнейшим направлением для развития любого региона является образование. Расскажите, пожалуйста, что сделано в республике в 2021 году в этой области? Вы не представляете, сколько у нас сегодня школ, которые находятся в аварийном состоянии. Вот мы вошли в программу и добились, что нам правительство Российской Федерации добились, что нам выделило 2,8 миллиарда рублей. И с этого года мы начнем ремонт всех школ. То есть из этих 1000 объектов у нас где-то 80% – это объекты образования. Поэтому задача была, мы ее выполнили. К концу года мы сдали 13 детских садиков. Динамика очень хорошая получается. То есть в 2020 году, если там 7 садиков, то в этом году уже 13 и так далее. То есть мы идем по возрастающей. Андрей Владимирович, обеспечение якутян, особенно проживающих в арктических районах республики, продовольствиями, какими-то товарами, напрямую зависит от северного завоза и навигации. Расскажите, пожалуйста, об итогах этой работы. Для исполнения программы северного завоза спланировали мы строительство 13 логистических центров. Эти центры будут до 30 года построены. Из них сегодня 2 центра мы построили. Это в Усть-Куйге и Белая гора построили. И, соответственно, для соединения всех вот этих 13 логистических центров мы делаем центральный такой центр, который будет в городе Якутске действовать. И отсюда идет транзит всех грузов до райцентров таких вот 13. И с этих логистических центров уже в районах, которые будут сделаны, будет продукция направляться уже по местным деревням, поселкам, для того, чтобы этот район жил, обеспечивался. Ну и, соответственно, у него была система складирования, которая позволит делать какие-то определенные запасы. Эту логистику нашли способ ее решения. Не рекой, как раньше было, там доставлялось баржами, там, кораблями. Мы задействовали малую авиацию, создали компанию «Якутопторг». В результате у нас себестоимость этих всех продуктов и качество повысилось в разы. Было доставлено порядка 11 тысяч тонн продуктов питания. Одна из таких задач теперь нам это все усилить, расширить наименование, сделать режим запасов. Мы сегодня прорабатываем вопрос создания дирижабля. И я думаю, где-то в 2023 году у нас первый дирижабль пойдет
уже для связи с улусами, вплоть до того, что это и пассажирские перевозки. В прошлом году были еще достигнуты неплохие результаты в сельском хозяйстве региона. Какая работа проведена по развитию этой отрасли? Республика у нас сегодня занимает первое место по табунным лошадям. У нас порядка 182 тысяч лошадей. И, соответственно, по оленям мы занимаем третье место в России. Поэтому вот эти все показатели у нас очень важны, и мы их будем умножать. Вот одна из задач у нас сегодня стоит и стояла в 2021 году, которую мы начали выполнять, это растениеводство. Задача стоит внутри себя, есть семена, есть все. Ну, нужно только все это возродить, восстановить и пользоваться этим. Удой сегодня молока на голову коровы составляет где-то 2000 тонн. В новостях показывают Рязанскую область. Удой одной коровы составляет 11 тысяч тонн. То есть рентабельность какая, сколько дают. А почему у нас все это происходит? Потому что у нас коровы недокормлены. Кормовой базы не хватает, которым позволяет вот такой сделать удой. Вот поэтому одна из задач у нас, конечно, это создание кормовой базы хорошей. То есть мы для этих целей сделали проектирование в 2021 году, и сейчас будем в этом году строить кормовой завод уже. Конечно же, в нашем разговоре нельзя обойти и вопрос транспортного комплекса. Есть ли результаты в этой отрасли? В системе логистики сдано 501 километр дорог автомобильных. Из них, получается, порядка где-то 38 километров это сделано по местным дорогам. Соответственно, также построили 11 мостов, которые позволяют сегодня выполнить вот эти все программы по обеспечению логистики, движению между улусами. Ну и самое главное, конечно, мы задачу одну из главных поставили. Сегодня вот мы мостовые переходы, вот эти все везем с Иркутской области, Новосибирска. Это по себестоимости очень дорого. И у нас съедает вот эти деньги дорожного фонда, которые можно было больше построить дорог, больше мостов. Поэтому решение мы начали проектирование. В этом году уже заканчиваем по строительству своего завода по мостовым переходам, которые будем сами делать. Одна из таких приоритетных задач – это сделать доступность проезда для каждого жителя, как в Якутск, так и из Якутска в любую часть страны нашей, первый воздушный транспорт. Алекминск мы сдали полосу, сдали Нерюнгри, полностью аэропорт готовый, и капремонт, который делали взлетные полосы в Якутске, тоже он сдан. То есть у нас первый этап закрыт Якутский, еще вот остался второй этап. Что сегодня мы делаем? Это мы закупаем как раз-таки сейчас воздушные суда для полярников новые, для Якутии. Вот это тоже позволит нам сегодня как-то управлять этим процессом по перевозкам и находить какие-то общие такие тенденции снижения билетов и, соответственно, самих перевозок. Мы ищем возможности удешевления, находим деньги, к примеру, для субсидирования перевозок, переездов между улусами. Поэтому одна из задач мы сегодня решаем – найти такие НПЗ, которые мы вот сейчас делаем, долгосрочный договор составляем, где у нас будет стабильная цена на керосин, которая позволит уже субсидировать и давать возможность людям выехать уже по другим ценам, дешевле, чем, скажем, были до этого цены. Теперь в железнодорожном транспорте. Вот была задача поставлена создать новые, попробовать прицепные вагоны. То есть мы сделали по 6, по 4 вагона до Иркутска, Благовещенска и Владивостока. Отработав этот год, 2021 год, мы уже сегодня получили добро на формирование поездов. То есть до Владивостока у нас уже будет свой поезд фирменный, который будет ехать. И это направление очень сильно пользовалось в том году. И мы обеспечили перевоз там около 18 тысяч человек. Это, то есть, я считаю, это очень здорово. Вот в Речном мы сегодня закупили 2 Валдая 45Р, которые позволяют сегодня до Алекминска и Вилюя сообщения держать. И фактически у нас такой хороший парк
будет по реке. Закупки общественного транспорта. Вот мы для города Якутска и для других городов сейчас начинаем программу по закупке автобусов, которые будут нового такого поколения, красивые, хорошие. И вот первая группа вот этих 100 автобусов, которые прибывают в Якутск. Ну и, соответственно, межулусные такие сообщения тоже заказали хорошие автобусы. Вот это одна тоже из таких задач. Она решена в 2021 году. Сегодня также большое внимание в республике уделяется вопросам молодежи. Скажите, пожалуйста, об этом несколько слов. Один из фестивалей провели молодежных Мосустар, очень интересный, который позволил заявиться молодежи нашей, что мы здесь сегодня настолько сильны, интересны, что мультипликация, что там музыки и так далее, и так далее. У нас в этом году было трудоустроено 6 тысяч молодых ребят, которые сегодня получили значимую, хорошую профессию и трудоустроились и работают на территории республики. В этом году исполняется 100 лет со дня образования республики. С какими достижениями Якутия подходит к этой дате? Ни одна республика такого вот потенциала не задала, как вот глава задал. 100 достижений, 100 открытий, 100 значимых объектов. Каждая отрасль, каждый член команды правительства или житель, каждый участвует в достижении, которое вот нужно показать, что сегодня мы как преподнесем, наше поколение преподнесем к столетию такого вот важного события для республики. А какие задачи республика ставит перед собой в Год матери? Это очень важно, и чтобы у нас молодые ребята почувствовали, что сегодня молодая семья и молодая мама будут поддержаны и будут обустроены, и все гарантии, в принципе, все, что вот можно им дать и поддержать, все будет сделано на уровне правительства. И в завершение нашей встречи, что бы вы хотели сказать нашим зрителям? Нашим зрителям хотел бы сказать, во-первых, поблагодарить за то, что вы находите терпение выслушать сначала те достижения за год работников правительства. Ну и хотелось бы, чтобы вы в процессе этого выслушивания, конечно, задали вопросы и помогли членам правительства понять, что сегодня важно и что вас беспокоит в части развития района, республики, либо отрасли. Андрей Владимирович, спасибо большое за наш содержательный разговор. Ну а я напомню, что это был председатель правительства Республики Саха-Якутия Андрей Владимирович Тарасенко. Завершился первый эфир отчета органов исполнительной власти Якутии об итогах деятельности за 2021 год. Прокат мужских костюмов в Якутске. Подберем костюм на любое ваше мероприятие. Мы сэкономим вам деньги и время. Обращайтесь. Прокат костюмов Якутск. Ждем вас.